Доброе утро, хорошего всем месяца. Знаете, написано «Миша нихнас адар марбим басимха». С того момента, как заходит Адар, начинается месяц Адар, приумножают радость. Так в этом году у нас високосный год, есть 2 месяца Адар, Пурим только через 1,5 месяца. Так у нас есть много времени радоваться и веселиться, 1,5 месяца. Мы продолжаем изучение Мишны, трактат Шаббат, 1 глава, 9 Мишна. Говорит святая Мишна: Амар Рабан Шимон бен Гамлиэль ноагин гаю вейт аба шаю нотнин клей лаван леховес овед кухавим шлоша ямим кодом на шаббат. Вашавин элу веэлу шатуаним корот бейт хабад вейгулей хагат. Да, здесь Мишна продолжает тему, продолжает разбирать спор школы Шамая и школы Илеля касательно того, что можно делать перед наступлением шаббата. Да. И последнее, что здесь говорилось в прошлой 8 Мишне, о том, что есть спор между школой Шамая и школой Илеля касательно вопроса, можно ли давать работу не еврею, если он будет делать ее в шаббат. Да. Есть спор, школа Шамая устражает, школа Илеля облегчает при определенных условиях. Да. Так и сказал Рабан Шимон бен сын Гамлиэля: принято было в доме папы, что они давали белую одежду, опять кувес, да, это прачка мужского рода, да, это в прачечную, в нееврейской прачке, да, 3 дня перед шаббатом. Почему? Да, мы вчера про это тоже говорили, что в то время постирать белую одежду занимало больше времени, чем цветную, видимо, это занимало до 3 дней. И поэтому говорит Рамбан Шимон бен Гамлиэль, что у моего папы дома обычно устражали, по мнению школы Шамая, и давали одежду стирать не еврею только не позднее, чем за 3 дня до наступления шаббата. Теперь, что за его папа и что за дом был у его папы, и почему это в Мишне приводится, какая разница, что было у дома его папы. Тут есть на самом деле большая интрига, да, потому что если вы посмотрите родословную Рабан Шимон бен Гамлиэля, его отца звали Рабан Гамлиэль бен Шимон, в свою очередь, их все, это был целый род, да, где много поколений, Шимон и Гамлиэль, да, каждый, тот называл своего сына Шимон, тот своего сына Гамлиэль и так далее. Так, есть на самом деле 2 Рабана Гамлиэля. Есть Рабан Гамлиэль первый и есть Рабан Гамлиэль Деявне. Тут, судя по всему, идет речь про первого Рабана Гамлиэля, который был внуком Илеля. У Илеля был сын Шимон, у него был сын Гамлиэль. Да? И, то есть получается, что здесь говорит? Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит, что у моего папы, главы еврейского народа, это вообще-то, мы знаем, что род Илеля это царский род. Илель потомок царя Давида. И после Илеля все насиим, все главы еврейского народа, пока у евреев была автономия, они были из потомков Илеля, из царского рода. Да? И Зат Машиах, тоже, которого мы скоро ждем, он тоже будет из этого же рода. Да? Это очень важный род. Они все были великие мудрецы, не все, но те, кто возглавлял из этого рода еврейский народ. И они потомки Илеля. Да, так говорит Рабан Шимон бен Гамлиэль, что у моего папы дома у Наси, у главы еврейского народа, по которой потомок Илеля поступали по мнению школы Шамая. Вроде бы получается, на первый взгляд, что Аллаха здесь по мнению школы Шамая, хотя мы и вчера говорили, так это видно из Мишны, из Гемары и так далее, что Аллаха по мнению школы Илеля в данном случае. Да, что, как же так? Кроме того, тут надо задать еще один вопрос. Мы сразу же, у нас загорается красная лампочка, и мы вспоминаем Мишну, которую мы учили в начале трактата Брахот, про Раби Тарфона, где тоже был спор школы Шамая и школы Илеля касательно того, как читать Шма. Можно ли читать Шма Исраэль в любом положении, или нужно вечером читать лежа, да? И Аллаха по школе Илеля, что можно читать Шма в любом положении. И написано, что Раби Тарфон говорит, что я поступил по мнению школы Шамая, слез со осла, там, да, это лег и подвергся опасности из-за бандитов, из-за грабителей. Да. Нельзя устражать по мнению школы Шамая. Да. Есть вообще здесь это очень, очень актуальная тема, да, написано: заставь дурака Богу молиться, он лбом пол расшибет. Да. То же самое тут, где проходит граница, где можно устражать, где нельзя устражать. И как раз если мы сравним эти 2 Мишны в трактате Брахот, в трактате Шаббат, мы увидим очень интересный принцип касательно того, где можно устражать не по Аллахе. В чем разница между ними? То, что там, когда Раби Тарфон слез со осла, да, и лег читать Шма, он совершил некое действие для того, чтобы устражить по мнению школы Шамая.
Здесь, говорит Рабан Шимон бен Гамлиэль, говорит, у моего папы дома не совершали никакого действия. Они просто не давали, да, за 3 дня до шаббата не давали вещи стирать нееврею. Потому что чтобы устражить, то есть это связано, наоборот, с бездействием. Соответственно, заодно Мишна нам сообщает, что можно, если ты хочешь устражить и не сделать, да, понятно, что если бывают такие случаи, когда наоборот, не сделать это еще хуже, чем сделать, да. Да, но здесь не видно, если я могу, даже если Аллаха по мнению школы Илеля, да, так и есть, да, я не хочу устражать по мнению школы Шамая, что мне нельзя в воскресенье отдавать в прачечную вещи, да, естественно, можно, да, а я обязан в пятницу отдавать вещи в прачечную, естественно, не обязан, да, поэтому, говорит Рабан Шимон бен Гамлиэль, говорит, нет проблемы, в таком случае нет проблемы устражить по мнению школы Шамая, да, потому что здесь нет некого дополнительного действия, да. Продолжает Мишна, и согласно с этими, то есть школа Шамая со школой Илеля, что анин корот бейт абад вегулель вела, что кладут, да, здесь терминология, которую я затрудняюсь дословно перевести, я даже посмотрел русский перевод с комментариями Киати, они тоже не перевели, я объясню это проще. Корот бейт абад — это бревна давильни, и игулей агат, и круги, я не знаю, как называется место, где давят, где тоже другая разновидность давильни, да. О чем здесь идет речь? Да. Да, как масло и виноград, как делали, как выжать из маслин и из винограда, как из них выжать сок, да, из маслин. Да, сначала есть 2 этапа, да, тот, кто пробовал когда-нибудь из маслин, я не пробовал, из винограда пробовал выдавливать сок, тот, кто пробовал это, или он учил физику в школе, по-моему, в 5 или 6 классе, знает, что очень простую вещь, да, что давление зависит от площади, да, правильно, чем больше площадь, тем меньше будет давление, поскольку и виноград, и маслина, они достаточно мягкие. Если возьмешь бак с виноградом, попробуешь сверху что-то положить и надавить, ты ничего не выжмешь практически, выйдет мизерное количество сока, потому что очень большая площадь. Что нужно сделать? Нужно перемолоть, да? Сегодня делают с помощью таких, как называют, как мясорубка, что-то такое, да. Да. А в те времена, и сегодня в некоторых местах тоже, сначала виноград давили ногами, превращали его в кашу, и потом эту кашу, ее можно уже выжать, из нее уже вытекает сок. То же самое маслина, как Александр Ильич правильно сказали, что клали их в жернова, сначала перемалывали маслины, а только потом уже давили из них масло. И согласно и те, и другие, это брали, после того, как это перемалывали, брали некий тяжелый предмет, или специальное бревно было в давильне, или тяжелые деревянные такие круглые доски, которые клали сверху, чтобы было давление, это постепенно выдавливало масло или виноградный сок соответственно, из маслин или винограда. Использовалось как рычаг. Да, бревно, да, совершенно верно. Ну, кто поедет в Израиль, рекомендую пойти на археологические раскопки, все это можно увидеть своими глазами сегодня. Так, это очень интересно. Начинаешь понимать буквально то, что говорится в Мишне, да. Мишна намного ярче тогда выглядит. Так, согласно с этими, что можно перед шаббатом класть виноград и маслины в пресс. Почему? Потому что на самом деле уже перемолоты виноград и маслины, и из них сок будет так и так вытекать. Это не будет уже запретом истории надавить, положить на них пресс. Да? Это будет постановление мудрецов. Так поскольку это делается до шаббата, и в шаббат инструмент еврея будет совершать вроде бы работу, да? И по мнению школы Шамая это запрещено. Тем не менее, здесь школа Шамая тоже согласна, что это будет разрешено, поскольку здесь не совершается работа по Торе, здесь совершается работа, запрещенная только мудрецами. Плюс это делается еще до шаббата. Это опять же тоже только запрет мудрецов. Постановление на постановление мудрецы не делают, и поэтому согласно школе Шамая, что можно перед шаббатом класть в давильню виноград и маслины. Хорошего всем шаббата, хорошего месяца. Спасибо.